Уважаемые зрители, я предлагаю вам не моргать, не отлучаться. Мне кажется, в этом поединке будут бомбы. Ну что, поехали! Бакиров. Муртозаев. Отмашка в исполнении узбекского файтера. В левосторонней стойке стоит Бигжан. Попытка пробить мидл-кик. Бойца с синего угла. Будет ли попытка от Аю проверить печень сопернику? Вот, собственно, и метил. Услышал меня? Услышал. Бигжан. Пытается не застаивать Муртозаев. Действительно, нельзя здесь стоять. Потому что у Аю руки быстрые. Не успеешь моргнуть и прилетит удар. Вот и первая серия. Ну, такая двоечка. Скромная от Бакирова. Да, выжидает Бигжан, выжидает подходящего момента, чтобы выбросить свои колотушки. Но все равно загоняет соперника. Можно сказать, выпускник этой жамбылской школы бокса. Все, зажат у сетки Муртозаев. Пошел вперед Бакиров. Ну, Ихтиер не из робкого десятка, не дает просто так по себе попасть. Отрабатывает при этом ногами. Понимает, в чем его преимущество в данном поединке. Постоянно дергивает шорты в стиле парье Муртозаев. Ну, тоже видно, что волнуется, видно, что... Ну и все-таки не надо забывать, что у Аю это профессиональный дебют в ММА. Нужно немножко времени, чтобы адаптироваться. Привыкнуть, что тут бьют... Хорошая верха. Привыкнуть, что тут бьют ногами, да и может еще и перевести. Подсказываю, да, что нужно бить ногами Ихтиеру. Прислушивается к своим угловым сейчас. Пытается отогнать Бигжана ударами ногами. Но уже в центре клетки оказались. Пытается Ихтиер. Ну, не то чтобы забрать инициативу, но, по крайней мере, поработать таки первым номером. Видно, что Бигжан заряжен, хочет одним точным ударом нокаутировать своего соперника. О, удар в корпус, ощутимый. Да, сразу опустил руку Ихтиер Муртозаев. Я думаю, в этом ключ к успеху. Хороший удар справа. Еще раз. Отличный тайминг ловит Муртозаев в первой ситуации. Дальше уже размены не в его пользу. Хороший лоу. Работает по ногам. Есть там покраснение у Бакирова. Да, для Ихтиера, я думаю, правильно будет действовать ногами, пытаться переводить соперника, потому что все-таки Аю это базовый боксер. И тут надо искать ключи к победу именно в этих аспектах. Ну а Бигжан удары по корпусу и с переводом на голову. Мощная левая рука, постоянно заряжается Бакиров. Наконец-таки разрядился опять. При этом одиночные удары в исполнении Муртозаева, который особого урона не наносит сопернику. Да, эти неприятные лоу-кики. Да, ногами неплохо работает. Еще раз. Печень как раз-таки. Ну так по этажам, по этажам. Хорошо Грамотно Бакиров. Хорошо миксует этажи Бигжан с корпуса на голову, с головы в корпус. Ну и вот теперь в статике. Проходит бой, остановились, подождали минуту до конца. Прям только в корпус Бакиров метит, а дальше прекрасно. Хорошая работа корпусом, хорошо уклоняется Бигжан. 40 секунд до окончания первого раунда. Но не может выйти из этой ситуации. Ну опять зажат у сетки Муртозаев. Только сейчас Бакиров должны ему сказать о том, что 30 секунд нужно активней провести
этот отрезок. Ну, собственно, это касается и Муртазаева. Опять на отмаш. И опять серия право-боковой. В ответ и от Муртазаева заходит. Ну и Бахтиер правым боковым попадает. И теперь левый сбоку. Хороший удар в корпус от Бигжана. Не нужно забывать про защиту. Ну все, просто размахайка. У Муртазаева. Да, сегодня всех своих соотечественников он поддерживает. И очень активно. Слышим мы здесь у комментаторской его подсказки. Ну нет, они все тренируются, кроме того, в Самарканде. Практически одноклубники. Не застаиваться просит Тухтамайон своего сокомандника в корпус. Хорошо. Теперь уже в ответ Бакиров. Ох, оверхенды. Ну, слушай, контрит-то отлично Муртазаев. Может быть, пропускает. Атака в ответ 2-3 ракеты запускает. Всегда. И вновь корпус. Вот он. Ты сказал, не увидим борьбы, а она есть. Бакиров оказывается на канвасе. Апкики. Ох. И отсюда, да, вот это да, мощнейший. Нужно подниматься. Нужно подниматься. Удар, нужно активную защиту проявлять. Встает. Впервые. Еще раз перевод. Да, это ММА, оказывается, за спиной. Какие хаммерфисты. И чувствительно бьет Ихтиер. Слышно на всю арену, как издаются хлопки после ударов Муртазаева. Определенно в синем углу сделали выводы после первого раунда. И видят ключ победы именно в борьбе. Аю, аю, скандируют болельщики. Все они собрались здесь для того, чтобы поболеть за Бакирова. Выставляет колено и блокирует удары. А тут близко к попаданию в пах было, но Фьор переменно работают. Нужно пытаться развернуться сейчас Бигжану. Застаивается явно. Такое ощущение, что рассчитывают на то, что их рефери разнимет. Да. Но очень пассивно себя ведет Бакиров за 2,5 минуты до конца. Да, нужно предпринимать попытки выхода из клинча, потому что данная позиция явно не в пользу Бигжана. А он ничего придумать не может. У него просто-напросто нет каких-то контраргументов. Он просто парирует удары, пытается угадать. Ну и тут должен включаться... Ох, вот здесь корпус. Один удар-то прошел, и слэм. Неплохо. Дальше хорошо Бакиров. 2 раза он увернулся от хэммерфистов. Есть там. Ихтиера. Нужно вставать, нужно вставать. Но как? Как встать-то? Бакиров принимает Всем удар. весом Да. давит сейчас Огромный Ихтиер. тоннаж. Залетают удары. Со всех сторон Бакиров прижимается к сетке, пытается встать. Много пропускает сейчас Бигжан, много Очень пропускает. во втором раунде. Тут вообще можно представить, что будет 10-8, но Бакиров отталкивает. И дальше сейчас попытается совершить такой мини-камбэк. Да, вырывается из тисков Аю. Но устал и Ихтиер Муртазаев. Оба устали, оба. Это тяжелый вес. Дышат, буквально глотают воздух. Ну и руки уже не держат. Ничего не ждет. Как будто бы Бакиров. Одиночный удар по воздуху. Тер отходит. Бакирову нужно зарядиться на один мощный оверхенд. Ну и донести его до цели тоже Вместо нужно. этого джеб. 2 удара по корпусу. Уже не скрывает, посмотри. Оба отдали Своей последние усталости. силы в клинче во втором раунде. Но Муртазаев явно рассчитывал на то, что соперник сдастся в какой-то момент. Что он сможет переломить ход поединка и финишировать сможет. А вот он оверхенд. Сблизились. Апперкот, 2 удара неплохо. снизу от Аю. Наступает Бакиров.
Но мы увидим третий раунд. Мы увидим третий раунд. Тоже так считаю. Меньше 20 секунд осталось до окончания второго раунда. Но там Бакирову нужно настраиваться на досрочную победу. Только так. А для Муртазаева все очень хорошо складывается. Опять по корпусу и все. Здесь Павел Аншалах пришел поболеть за Аю. Ох, Муртазаев, фронт-кик от него. Все равно очень хороший геймплан. Разносторонний боец. Продемонстрировал арсенал, что есть у него. И в 38 лет выходит на третий раунд. Вполне себе выглядя при этом достойно. И, скорее всего, ведя. Мне кажется, ведя все-таки по судейской записи. Да, будучи на 10 лет старше своего соперника. Хорошо попал сейчас, но держит удар Ихтиор Муртазаев. Налево прямой. Поменял стойку Аю. Изначально он в левосторонней стойке дрался. Еще раз фронт-кик. Показывает, что все нипочем, но я думаю, эти удары ощутимые. Надо быть немножко активнее сейчас бойцу из красного угла, если он хочет одержать победу в этом поединке. Так как второй раунд чистую он проиграл, первый раунд немножко спорный. И третий раунд, я считаю, является ключевым в данном поединке. Кто заберет третий раунд. Опять по корпусу! И мне нравится, что от раунда к раунду у Муртазаева разный стиль ведения боя. В первом раунде он бил ногами по корпусу и руками по верхнему этажу. Затем второй раунд он боролся. И в третьем раунде он выбрасывает фронт-кики, что, в принципе, перегружает мозг Бигжана. Сейчас, конечно, он попал ниже пояса запрещенным ударом. Видимо, что все в порядке с Бигжаном, готов он продолжать поединок. Ну нет. Да, понятно, что они продолжают. Я к тому, что попадание, по-моему, было в корпус. Было в корпус. Нижнюю часть живота. Да, заставляет Муртазаев Бакирова реагировать теперь на каждое поднятие ноги. Ну, как только пытается Бакиров сблизиться, Муртазаев его сразу атакует. Эти мидл-кики неприятные. И справа только что ощутимо попал Ихтиор. Снова мидл-кик. Такое ощущение, как будто шорты малы Муртазаева, поэтому он их так постоянно задирает. Да, как ты говорил, Дастин Порье делает это, но делает он это в начале поединков, потому что волнуется. А тут, я не знаю, может потому что фронт-кик не доходит до цели, и он считает, что мешает ему шорты. Может быть, Муртазаев станет первым, кому отдельный дизайн шорт предоставит в Найза. Представь. Не знаю, это надо переговорить с нашим отделом, кто занимается мерчом, или с нашими партнерами Бука. Муртазаев, еще один мидл-кик. Тайский бокс. Не хватает немножко опыта Бакирову именно в ММА. Да не хватает разносторонности просто-напросто. То есть это примерно одно и то же. В арсенале примерно 2-3 удара, 2-3 комбинации какие-то более-менее содержательные. В остальном он просто-напросто не знает, что делать ему дальше. Возможно, стоит зарубиться. Это чуть ли не единственный выход. Уже начал... Ну, зарубиться тут, знаешь, тоже опасно. Да. Оу, какой хай-кик! Но руки на месте у Бигжана. Видел он удар. Ну, тут на комментаторской позиции легко рассуждать об этом, а когда тебя пробивает там, мужик весом в 100 килограмм вот такими мидл-киками, то там совсем другие мысли закрадываются. Стойко Бигжан держит все удары по корпусу от Ихтиора. Минута остается до конца третьего раунда и в целом поединка. И Бакиров не находит ключи к победе. Да, такое ощущение, как будто бы он уже просто сложил оружие. Морально
возможно, уже принял это поражение. Знаешь, всегда от выходцев из поп ММА ты ожидаешь как минимум красивую развязку. Ой-ой-ой, Ихтиор. По корпусу Браво, Бигджан попал, но при этом на контратаке пропустил удар в Опять. голову. Это классика жанра уже. Ихтиор хорош на контратаках. Очень хорошо он Middle kick. отрабатывает контрпанчами. Почувствовал кураж Муртазаев. Постоянно поднимает взгляд и вот здесь пропустил. Сблизился Бакиров и наконец-таки смог донести удар. А это финальный 10 секунд. Будет эта рубка в центре клетки? Нет, Бакиров думаю, просто нет. уходит в свой угол. Да. И все, этот бой завершен. Winner by unanimous decision. Единогласное Fighter of решение. the blue corner, Ихтиор Ихтиор Муртазаев Муртазаев. абсолютно заслуженно одерживает победу.